Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе межведомственные соглашения готовы к ратификациям о рабочем визите Рашида Нургалиева в Абхазию. Мы работаем как друзья, а не как чиновники. Президент дал оценку работе правительства. Итоги парламента. Специальный репортаж программы. Продолжается рабочий визит в Абхазию заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Накануне он встретился с руководителями силовых структур Абхазии, Министерств внутренних дел и обороны и СГБ, чтобы изучить степень готовности межведомственных соглашений. Сегодня Рашида Нургалиева принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Заместитель Совбеза России отметил высокий уровень подготовки соглашений между Абхазией и Россией. Елена Лолова продолжит тему. Над межведомственными соглашениями между силовыми структурами Абхазии и России долгое время трудились в соответствующих структурах двух стран и Совете безопасности республики, отметил Рашид Нургалиев. Документы готовы к ратификации парламентом Абхазии и Госдумой России. На мой взгляд, те вопросы, которые были в прошлой повестке, они сегодня все устранены. И мне кажется, что в ближайшее время уже будет соответствующая и ратификация данных секторальных наших соглашений. Поездкой очень доволен, обстановкой тоже доволен, которая сейчас сложилась. И полагаю, что как раз вот вопросы национальной безопасности, то, что мы когда-то вместе с Николаем Платоновичем и Мухаммедом Себеевичем подписывали соответствующий план, он реальный и позволяет нам нацеленно говорить относительно того, что при его реализации стабильность и безопасность как в России, так и в Абхазии будет на достаточно высоком, хорошем профессиональном уровне. Многое из того, что мы предполагали сделать, практически реализовано. Вы сами видели документы, которые есть на сегодняшний день, говорят о том, что идет активная работа в этом направлении. Я очень верю в то, что многие из тех документов, которые будут представлены нашему парламенту, будут ратифицированы. Мы пройдем этот этап нашего сотрудничества, и я надеюсь на то, что эффективность дальнейшей работы будет еще более высокой. Для нас важно то, чтобы вопросы безопасности решались бы обоими сторонами, и они были бы полезными в первую очередь, конечно, для нас, тех, кто здесь находится, и в свете тех, еще раз говорю, процессов, которые происходят в мире, нам важно выстроить полнокровные отношения с Российской Федерацией. Большая часть встречи, а она длилась почти час, прошла за закрытыми дверями. По ее окончании к журналистам вышел секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммад Килба, который подвел ее итоги. Он напомнил, что соглашение по объединенной группировке войск подписано между Министерствами обороны Абхазии и России. На днях оно будет вынесено на ратификацию в парламент Абхазии. По Министерству обороны еще предусматривается, они тоже находятся в степени наивысшей, говорится, готовности по финансированию и модернизации наших вооруженных сил. По службе государственной безопасности это касается все, там комплекс мер подписывается, и к нему план реализации этого комплекса мер, где предусмотрено точнее, более конкретизированное взаимодействие наших пограничных служб, специальных служб, именно в своей конкретной работе. В целом, обсуждение документов не было гладким, сказал Мухаммад Килба. Глава Совбеза подчеркнул, что за основу были взяты варианты, разработанные абхазской стороной. По многим спорным статьям удалось прийти к компромиссу, но с учетом интересов Абхазии. К примеру, на порядок сокращено число сотрудников совместного с Россией информационно-координационного центра МВД. Это тот вопрос, который вызвал острую дискуссию в обществе. Сам договор, который был подписан год тому назад, и все остальные соглашения, именно базовый макет был, который разработан нашими ведомствами. Один из самых основных, который вызывало наибольший, как говорится, ажиотаж в нашем обществе и непонимание в различных слоях, когда здесь различные варианты от Министерства обороны по ИКЦ предлагали от 400, 370 человек, там 5-6 вариантов их было, которые были присланы различными, как говорится, каналами из Министерства внутренних дел. Все были отложены на сегодняшний день и рассматривали именно тот проект, который наш МВД еще в бытность министра внутренних дел Лолуа Раула Валерьевича, его за основу взяли, и на сегодняшний день количество личного состава в ИКЦ от 400 мы снизили его до 20 человек.
Межведомственные соглашения подписываются в развитии базового договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией. Документ предусматривает проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности и общего социального и экономического пространства. Елена Лола, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Помимо межведомственных соглашений, во время визита Рашида Нургалиева обсуждалась ситуация в СИЗО Дранда, сказал Мухаммад Килба. Те люди, которые находятся в этом СИЗО, в этой тюрьме, это наши граждане, мы не можем от них отказаться. Но в то же время, естественно, невозможно на сегодняшний день мириться с той ситуацией, которая там была. То есть тут все созрели, скажем так, и одна, и вторая сторона. И в тех условиях, в которых на сегодняшний день находятся, да, они очень сложные, как для тех людей, которые там находятся, и тех людей, которые выполняют там свои служебные, как говорится, обязанности. Будут выработаны, отработаны достаточно конкретные предметные документы, которые будут представлены в соответствующие структуры Российской Федерации для того, чтобы нам оказали помощь в строительстве современной зоны тюрьмы. Президент Рауль Хаджимба дал оценку деятельности Кабинета министров за 2015 год. Глава государства принял участие во внеочередном заседании правительства. Члены Кабинета министров также приняли постановление о внесении изменений в республиканский бюджет 2015 года и по целевым программам здоровья и диспансеризация. Репортаж Налы Мукба. Есть положительные тенденции, но в государстве остается еще много нерешенных проблем. Так оценил президент ситуацию в стране. При этом он отметил, что правительство сделало все возможное, чтобы выдержать все трудности в экономике. За прошлый год даже при серьезных сокращениях финансовой помощи из России государство выполнило все обязательства по выплатам заработных плат и пенсий, подчеркнул Рауль Хаджимба. По большинству направлений вопросы доплаты по заработной плате закрыты. Если и не в полном объеме, то за год, где эти вопросы сняты, где за полгода, где за квартал, но все эти вопросы будут сняты. Вместе с тем Рауль Хаджимба отметил недостатки в деятельности Кабинета министров. Слабая вертикаль власти, отсутствие достаточного контроля за исполнением решений и коммуникации между ведомствами мешает эффективности работы, сказал президент. Кроме того, в будущем году необходимо довести до конца программу по оптимизации штата. Остаются вопросы нерешенными в части, касающейся вопроса оптимизации штата. Мы начали, но мы его не довели до конца. Вопросы эффективности работы отдельных подразделений ведомств Кабинета министров. Вы сами о себе, наверное, лучше знаете, но те, кто непосредственно сталкивается с вами, это наш народ, это простые люди. Они судят о эффективности работы тех или иных подразделений. И говорить о том, что мы с вами в полном объеме соответствуем этим требованиям, не приходится. Президент отметил, что в ближайшее время возможны кадровые изменения. Это коснется чиновников, которые плохо справляются с поставленными задачами. Мы работаем как друзья, как знакомые, а не как чиновники, которые должны требовать в полном объеме с подчиненного, чтобы все это было качественно выполнено. Я призываю вас к тому, чтобы осознали все, сидеть долго в качестве министров и руководителей ведомств никто не будет, если нет качественной работы. У меня есть уже свои умозаключения по некоторым направлениям деятельности. И хотел бы, чтобы за оставшееся время кое-кто подтянулся. Далее внеочередное заседание Кабинета министров продолжилось без участия главы государства. Одним из главных в повестке дня был вопрос внесения изменений в республиканский бюджет 2015 года. В частности, сокращены его доходная и расходная части. Законопроектом мы предлагаем снизить величину доходов до уровня 5 миллиардов 189 миллионов рублей. В расходной части
Действующим законом определено 10 миллиардов 356 миллионов рублей. Законопроектом предлагаем сократить расходы на 5 миллиардов, до 5 миллиардов 420 миллионов рублей. Изменения связаны с тем, что по направлению инвестиционной программы 2015-2017, которая финансируется за счет средств Российской Федерации, объем финансирования сокращен до 450 миллионов рублей. Несмотря на сокращение бюджета, собственная прибыль государства в этом году увеличилась по сравнению с прошлым годом на 600 миллионов рублей. Это доходы от курортной сферы и некоторых нововведенных пошлин, к примеру, на орех. Что касается инвестиционной программы, то в будущем году правительство продолжит ее реализацию. Финансовая помощь от Российской Федерации, на которую она опиралась в 2015-м, поэтапно будет выделяться в будущем году. Часть этих денег будет направляться на развитие курортной сферы. Мы на будущий год ожидаем роста, приезда гостей. Это экономическая программа. Строить небольшие дома коттеджного типа с тем, чтобы могли отдыхать. Смысл этого предложения будет зависеть от того, что мы поможем нашим бизнесменам, чтобы они могли наладить туристический бизнес. Члены правительства приняли постановления по 2 целевым программам – здоровье и всеобщая диспансеризация. Первая нацелена на оказание высокотехнологичной и квалифицированной помощи населению. Диспансеризация же дает возможность сократить вероятность развития наиболее опасных заболеваний и выявить болезни на ранней стадии. Целевая программа здоровья позволит также решить кадровые вопросы в медицине. Коллективы обновились процентов на 60-70 и в Албудзерах, в республиканской больнице. Практически все молодые кадры. Сейчас вот Гудаутская больница тоже идет отбор. Врачей наших возвращаем с ординатуры, вот кто закончил, набираются новые штаты, молодые кадры. Еще одну целевую программу по выделению жилья молодым семьям правительство планирует разработать в будущем году. Нала Мукбасаида Гухава, Абхазское телевидение. Минздрав Абхазии и Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Алмазова подписали сегодня в Сухуме соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Абхазии, взаимную передачу знаний, научной информации и совместную научно-исследовательскую работу в области здравоохранения. Практический компонент, который имеется в виду в плане именно научного сотрудничества. Для нас он также очень важен. Помимо того, что врачи могут повышать свою квалификацию, и наши пациенты ездить и получать достойные медицинские консультации и лечение, помимо этого нас действительно очень интересует именно научно-практический компонент, который это лечебное учреждение может нам предоставить. В рамках подписанного соглашения жители Абхазии действительно получат возможность иметь сегодня самую современную медицину. Это касается и взрослых, и детей, и женщин, которые планируют иметь детей. Это тоже очень важно сегодня, поскольку в нашем центре есть и многопрофильные учреждения, где мы стараемся оказывать помощь на уровне самых современных научных достижений. После подписания соглашения президент Рауль Хаджимба принял представителей российского Минздрава. На встрече обсуждались возможности сотрудничества Центра с Минздравом Абхазии. Евгений Шляхто рассказал президенту о деятельности крупного в России медицинского центра, где оказывается высокотехнологичная помощь по различным направлениям в медицине, в том числе сердечно-сосудистой хирургии, детской кардиологии, онкологии и нейрохирургии. Президент рассказал российским медикам о том, какие шаги предпринимает государство по улучшению качества медицинских услуг в Абхазии. Помощь у нас медицинская оказывается в одном месте, выполняется в сложном месте. Дальше у нас есть этап госпитальной реабилитации, третий этап санаторной реабилитации. Мы как раз сегодня говорили, что вопрос санаторной реабилитации мог бы решаться и в вашей республике, поскольку там в рамках ОМС у нас есть предусмотрена такая возможность направления больных. И учитывая все преимущества, которые есть здесь для таких пациентов, я думаю, что это очень перспективный вопрос. Второй вопрос, которым мы активно могли бы заниматься, вопрос, конечно, подготовки кадров. Мы впервые за все годы начали работы по диспансеризации населения. Есть ошибки, есть и положительные результаты, но через как раз таки пробу ошибок и возможности, которые есть у нас,
мы пойдем по этому пути. Мы сегодня очень большое количество финансовых средств затрачиваем на то, чтобы наши люди лечились бы в тех или иных медицинских учреждениях, будь в России, будь за пределами России. Но хотелось бы, чтобы такого рода специалисты, работающие в России, были бы и у нас. Вот именно это сотрудничество позволит, наверное, решать эти задачи и вопросы, связанные и с санаторными темами, и вопросы организации работ таких центров у нас, позволит еще более четче работать и Министерству здравоохранения, выстраивать нужные отношения и важные для нас очень отношения с Российской Федерацией. Премьер-министр Артур Микваби принял заместителя начальника управления организации статистического наблюдения и контроля Росстата Виктора Коробова и заместителя начальника управления национальных счетов Росстата Василия Кузнецова. Цель встречи – налаживание сотрудничества с Государственным управлением статистики Абхазии, выработка совместных подходов по методологии, направление дальнейшего развития государственной статистики. Благодаря такому сотрудничеству в нашей стране будет собрана объемная информация для управленцев страны. Также Росстат поможет в 2016 году провести сельхозперепись в Абхазии. Помимо соглашения, в этом плане мероприятий прописаны конкретные мероприятия. Это совершенствование сотрудничества по направлению развития системы национальных счетов, как в качестве макроэкономической модели, описывающей макроэкономические, позволяющие разрабатывать макроэкономические показатели, с помощью которых мы определяем исходные точки и свое местоположение в мировой экономике, и, собственно, развитие отраслевых статистик, проведение крупных статистических мероприятий, сельскохозяйственных переписи. В рубрике «Итоги года» сегодня речь пойдет о работе парламента. Смотрите специальный репортаж Беллы Кварчи. В этом году парламентарии приняли ряд важнейших для страны законов. 4 ноября 2015 года депутаты Народного собрания в первом чтении приняли проект конституционного закона, который предусматривает переход от мажоритарной избирательной системы к смешанной. Тогда же во втором чтении были приняты изменения, направленные на повышение самостоятельности органов местного самоуправления. Эти две, конечно, поправки очень серьезные. Они влияют на политическую систему общества. И мы уверены просто, что это влияние будет действительно позитивным и что это даст импульс для развития политической системы. По мнению спикера Народного собрания Абхазии, этот год оказался очень плодотворным с точки зрения принятия новых законов. Со следующего года вступят в силу поправки к 5 статье Конституции, которые учреждают Конституционный суд и реформируют судебную систему. Самая главная реформа – это в том, что мы увеличили срок судейства с 5 до 10 лет. Мы постарались так сделать, чтобы судьи были реально независимы от 2 сроков президентства и от 2 сроков полномочий парламента. Жизнь в современном мире постоянно и стремительно меняется. Потому, говорит спикер абхазского парламента, многие законы, даже те, которые были приняты недавно, устаревают. В некоторые законодательные акты вносятся такое количество поправок, что зачастую, чтобы их найти, нужно перелистать несколько решений парламента. Согласно проводимому депутатами анализу, эти законы необходимо полностью менять, то есть принимать новые. К примеру, закон об НДС настолько оброс поправками, что депутаты приняли его новую редакцию. Понятие НДС еще введен ввозной НДС. К сожалению, он везде существует. Мы понимаем, какие-то опасности он в себе таит в плане увеличения цен. Поэтому сразу же там же в законе очерчено те товары, на которые не будет взиматься или будет нулевая ставка ввозного НДС. В закон о гражданстве, принятый в 2005 году, была внесена поправка, которая жестко регламентирует порядок получения гражданства Абхазии. Закон о правовом положении граждан и лиц без гражданства готов ко второму чтению. По данному законопроекту единственный способ получения гражданства Абхазии – это брак с гражданином республики. Мы иногда говорим о том, что нарушение прав человека и так далее. Я порекомендовал тем, кто говорит, что в Абхазии это имеет место, посмотреть, я бы сказал, изуверские законы о гражданстве прибалтийских стран. В законопроекте предусматривается отмена безвизового режима для стран СНГ. Теперь он будет действовать только для тех стран, которые признали Абхазию. Белла Кварчи, Астамур Гошба, Абхазское телевидение.
Полностью специальный репортаж Беллы Кварча смотрите сразу после новостей. Также в нашей программе сегодня прямой эфир. Гость передачи Хастагалу Амта, начальник экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хиндба. Тема разговора в прямом эфире – итоги общественно-политической жизни страны за год. 16 декабря в Сухуми пройдет международный форум «Стратегия развития Абхазии» в контексте евразийских интеграционных процессов. С обращением к участникам форума выступят президент Абхазии Рауль Хаджимба и советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. На форуме будет презентована стратегия социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Сегодня в Москве генеральным прокурором Республики Абхазия Алексеем Ломия и генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайко подписана программа сотрудничества между генеральными прокуратурами Абхазии и России на 2016-2018 годы. Подписанная программа предусматривает проведение совместных семинаров, круглых столов в Москве и Сухуми по вопросам сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения приговора, организации прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экономики, за расследованием коррупционных уголовных дел, профилактики коррупционных правонарушений, организации надзора за исполнением законов в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и издаваемых ими правовых актов, а также по другим направлениям прокурорской деятельности. Кроме того, представители прокуратур двух стран будут обмениваться информацией по основным направлениям деятельности органов, а также по приоритетам государственной политики, в выработке и реализации которых они участвуют. Сегодня на КПП ПСО автодорожные компетентные органы Российской Федерации передали для дальнейшего отбывания наказания в Абхазии осужденного в России Константина Смыр. 3 года назад Смыр был осужден Адлерским районным судом Краснодарского края к 11 годам лишения свободы по 5 эпизодам контрабанды и незаконного оборота огнестрельного оружия с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Оставшийся срок наказания Константин Смыр будет отбывать в СИЗО МВД Абхазии в соответствии с законодательством республики. Передача Смыр для дальнейшего отбывания наказания в Абхазии стала возможной в связи с реализацией договора между двумя странами о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с реабилитационными работами на Ингургэс 16 декабря с целью экономии потребления электроэнергии будут обесточены следующие подстанции. С 10 до 15 часов Галский район и подстанции Моква, Кочара, Адзюбша, Уарча, Агудзера, Мцара, Дурипш. С 10 до 12:30 часов Пицунда, Алахадзе, Мысра, Мысратяга, Лыхны, Гудаута 110 киловатт. С 12:30 до 15 часов Гагра-1, Гагра-2, Гагра-3, Холодная речка, Цандрыпштяга, Кичрыпш и все потребители, питающиеся от этих подстанций. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ждать переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 2-4, днем 8-10 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.